3 ноября 1917 года по решению мусульманского исполнительного комитета в Бахчисарае в торжественной обстановке был открыт первый в истории национальный крымско-татарский музей в Ханском дворце. Его открытие ознаменовалось важным этапом в культурной, духовной и политической жизни крымских татар. Однако ему еще предстояло пройти немало испытаний, чтобы сегодня войти и утвердиться в списке известных музеев мира. Сразу же после аннексии Крымского ханства знаменитый Бахчисарайский дворец, некогда возведенный крымским ханом Сахибом Гераем, вынужден был перейти в российское ведомство. Более чем за 100 лет дворец пережил немало испытаний. За эти годы он был отдан в полицейское ведомство, подвергся печально известной реставрации архитектора Колодина, который нанес непоправимый ущерб как самой архитектуре, так и уникальной росписи бывшей ханской резиденции, служил госпиталем во время Крымской войны. Первым директором был избран выдающийся художник, архитектор, искусствовед и этнограф Усейн Баданинский, который со всей ответственностью подошел к возложенной на него задаче. Именно он заложил фундамент музея и внес неоценимый вклад в создание его коллекции и экспозиций. В годы революции первый директор приложил немало усилий для сохранения Национального музея, так как ему пришлось отстаивать его и от белых, и от красных. Баданинский стремился возродить художественные народные промыслы крымских татар. В 20-е годы начинается активный процесс формирования музейной коллекции, и уже в 1924 году музейная коллекция состояла из 2254 экспоната. Из них ткани, вышивка, ковры, платья, мебель, посуда, предметы обихода, стекло, фарфор, изразцы, фаянс, глина, ювелирные изделия, оружие, нумизматика, живопись и скульптура. Особого внимания заслуживает такой ценный раздел, как коллекция рукописных книг. В 1925 году Бахчисарайский музей участвует в международной выставке декоративного искусства и современной художественной промышленности в Париже. Всего на парижской выставке было представлено 771 предмет крымско-татарского народного декоративно-прикладного искусства. Крымско-татарским вышивкам была присуждена бронзовая медаль. После депортации 1944 года крымских татар по распоряжению крымского правительства Ханский дворец-музей должен был быть разрушен. Но благодаря усилиям Марии Кустовой, ученицы и преемницы Баданинского, он уцелел и продолжал функционировать. Однако его ценная коллекция значительно пострадала. За счет Бахчисарайского музея пополнили свои фонды Государственный Эрмитаж, Киевский государственный исторический музей, Крымский областной краеведческий музей, Запорожский областной краеведческий музей, Московский государственный исторический музей, Крымская областная картинная галерея, Херсонский областной краеведческий музей, Каховский городской исторический музей, Ливадийский историко-художественный музей, Киевский музей русской живописи, Ленинградский русский государственный музей, Львовский музей истории религии и атеизма, публичная Ленинградская библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Всего за период с 1941 года и по настоящее время, согласно имеющимся документам из Бахчисарайского музея, было изъято 1295 экспонатов. Сегодня Бахчисарайский ханский дворец является единственным в мире образцом крымско-татарской дворцовой архитектуры, памятником истории и культуры общемирового значения.